Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Александр Сергеевич. Прежде чем мы начнем мастер-класс, у нас есть несколько слов, которые, конечно же, сообщит нашим участникам Наталья Николаевна Исаева. Это как раз связано с темой, которую вы будете представлять на мастер-классе. Мы буквально чуть-чуть у вас времени займем, уважаемый Александр Сергеевич. Да. Добрый день, коллеги. Александр Сергеевич. Собственно, я попросила буквально 2 минуты действительно времени отнять у вас с целью, коллеги, озвучить, что вчера мы с Вандой Цветановной уже озвучивали эту информацию, и сейчас я просто хочу акцентировать ваше внимание, что как раз-таки в рамках деятельности и то, о чем сейчас будет говорить Александр Сергеевич, мы даем вам возможность поучаствовать, проверить свое педагогическое мастерство. Если у вас есть такая возможность, желание, и есть уже какие-то наработки, в конкурсе классный. Коллеги, я сейчас вам демонстрирую, каким образом вы можете это сделать. Смотрите, фактически вот она наша вкладочка на сайте КРИРО «Деятельность, конкурсы для образовательных организаций». Здесь представлена вся информация, и здесь есть ссылочка на регистрацию на конкурс. Коллеги, данный конкурс проводится для участия в этом конкурсе, и Александр Сергеевич в прошлом году у нас был победителем этого конкурса. В 2 номинациях мы вас приглашаем принять участие в номинации, в первой номинации «Классный руководитель». Общий стаж работы именно до 5 лет на момент проведения конкурса. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо предоставить 2 материала. Это, собственно, визитная карточка вас как классного руководителя и программа организации воспитательной работы в классном коллективе. Коллеги, мы готовы принять ваши работы до 3 июля. Если таковые имеются, будем рады вашим конкурсным материалам. Ссылка на регистрацию указана на сайте. И по всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь. Благодарю. Спасибо, Наталья Николаевна. Уважаемый Александр Сергеевич, мы предоставляем вам слово для проведения мастер-класса. Приветствуем вас. Спасибо, уважаемые коллеги. Добрый день. Сейчас, секунду, переключусь на презентацию. Но сегодня я хотел бы затронуть очень важную тему классного руководства. И, как правильно озвучили коллеги, конкурс «Классный», он действительно дает очень такую большую школу для работы со своими детьми, ну и пробы себя в качестве классного руководителя. Но мы же сегодня с вами будем говорить о классном руководстве в целом и о тех компетенциях, которыми должен обладать классный руководитель. Но в прошлом году, кто был на хакатоне в этнопарке, я знаю, что сегодня коллеги есть в онлайне с нами. Мы с коллегами в прошлом году уже поднимали тему профессиональных компетенций молодого педагога. И сегодня я предлагаю расширить нашу работу и поговорить не только о компетенциях молодого педагога, но и определить роль классного руководителя в современной воспитательной системе. Коллеги, у нас есть с вами чат, вы можете в процессе нашего вебинара задавать вопросы, ну и также я буду надеяться на вашу активную обратную связь. И первый вопрос, который я хотел бы адресовать вам: каким должен быть современный педагог в вашем понимании? Ведь вы уже имеете определенный опыт работы, кто-то 1 год отработал, кто-то уже, может быть, и все 5 лет отработал в школе. Все-таки у нас аудитория именно нацеленная на молодых педагогов, и мне бы было интересно ваше понимание, вот как вы понимаете, каким должен быть педагог, кто он, молодой педагог, именно современный педагог. Вот я буду рад, если ваши ответы появятся в чате. Ну, естественно,
естественно, все мы когда-то пришли, да, со студенческой скамьи. Предыдущий трек как раз-таки и был посвящен наставничеству. Сегодня мы немножечко тоже об этом поговорим, но уже о наставнике как классном руководителе. Ну и чем же отличается профессионал от любителя? Вот что важно, да, ведь профессионал – это тот человек, который может провести самооценку собственной деятельности, да, грамотный анализ собственных ошибок и рефлексию. А для чего, собственно говоря, он это делает? Да? Для чего он это делает? Да, все просто. Делает он это для определения уровня своей профессиональной компетенции. Так вот, что же такое компетенция? Компетенция – это способность специалиста успешно действовать на основе знаний, умений и опыта, необходимых для решения профессиональных задач. И здесь, конечно же, мы еще одно определение можем дать, что компетенция – это наблюдаемое поведение, которое демонстрирует специалист в ходе профессиональной деятельности и которое определяет его успешность. А все мы, коллеги, хотим быть успешными, да, и поэтому мы должны работать над развитием своих компетенций, профессиональных компетенций. Так вот, так как у нас все-таки заявлен формат мастер-класса, и мне бы очень хотелось с вами поработать в такой интерактивной форме, И для этого у нас есть с вами инструмент, который называется Padlet. Во вкладке «Вопросы» вы можете, коллеги, найти ссылочку. Я попрошу вас перейти по ссылке. Регистрироваться там не обязательно. Перейти по ссылке, где у нас будет два блока для работы. Первый блок – это профессиональные компетенции молодого педагога. И второй блок – это профессиональные компетенции классного руководителя. Чтобы мы могли с вами сегодня выстроить портрет, да, классного руководителя. Вот как раз в прошлом году мы выстраивали портрет молодого педагога. И сегодня мне бы хотелось с вами сравнить, да, собственно говоря, а насколько же разнятся компетенции педагога и компетенции классного руководителя. Пожалуйста, переходите по ссылке и заполните первый столбик «Профессиональные компетенции молодого педагога». Ну, буквально нас сегодня 17 человек. Я думаю, что если каждый хотя бы напишет по одной компетенции, нам будет этого достаточно. Вот я уже вижу, что у нас появляются первые компетенции, да, на нашей онлайн-доске. И у вас есть также возможность на этой онлайн-доске, когда вы будете видеть компетенции, которые пишут ваши коллеги, там есть возможность поставить «за» или «против». И таким образом я буду понимать, если вы не согласны с какой-либо из компетенций, да, и у нас будет возможность тогда с вами обсудить. Ну, вот первая компетенция, да, которую я увидел, это владеющие ИКТ компетенции. Конечно, это несомненно важно, да, мы здесь даже, надеюсь, никто спорить не будет, что мы с вами живем в современном мире, в мире информационных технологий, в эпоху постиндустриального информационного общества, и без владения информационно-коммуникационными технологиями, конечно же, мы не сможем. И особенно не сможем преподавать современным детям. Да, учитывая, что даже сейчас в рамках современных реалий мы все с вами работали последнюю четверть в дистанционном формате, и именно как раз-таки вот эта компетенция нам очень сильно пригодилась.
Дальше вот мы видим коммуникативную компетенцию, да, у нас появляется коммуникативная еще компетенция. Совершенно верно. Здесь очень важно, я думаю, и как для педагога, да, уметь общаться, да, и с учениками, да, а у нас все-таки это процесс трехсторонний, у нас есть еще и родители, что особенно важно. Ну и также, конечно же, мы должны уметь общаться со своими коллегами, да, со своим коллективом. Ну вот, пока больше я пока не вижу новых, да, компетенций. Но я думаю, что в процессе нашего вебинара еще будут появляться, и к концу мы вернемся к этим компетенциям и уже будем говорить в сравнительном анализе. Да? Но, значит, что бы я хотел вам сказать еще по поводу профессиональных компетенций педагога. Вот здесь очень важно, конечно же, классификация, да, потому что вот сейчас вы пишете, да, а мы можем с вами классифицировать. Но классификаций компетенций достаточно много. Вот одна из них выделяют следующие профессионально-педагогические компетенции. Первая, да, на которой хочется заострить внимание, это социальная психологическая компетенция. Она связана с готовностью решать профессиональные задачи, в том числе в режиме развития. И вторая компетенция – это профессиональная коммуникативная компетенция. Ну, вы ее уже отметили, молодцы. Она, конечно, определяет степень успешности педагогического общения и взаимодействия с субъектами образовательного процесса. Ну, на этом я уже внимание заострял. Следующая компетенция, она очень важная, я считаю, это, конечно же, общепедагогическая компетенция. Она включает психологическую и педагогическую готовность к развертыванию индивидуальных особенностей психологии, психофизиологии познавательных процессов личности и знания основ педагогики. Но здесь тоже, я думаю, никто не будет спорить о том, что человек, педагог, да, который приступает к педагогической деятельности, он должен владеть данной компетенцией, дабы не навредить, да, не навредить нашим ученикам, да, не навредить прежде всего их психофизическому здоровью. Но предметная компетенция в сфере предметной специальности, у всех у нас разные предметы, и чтобы достигнуть определенного предметного результата, который требуется, в принципе, всегда и при сдаче экзаменов особенно, это знание в области преподаваемого предмета и методики ее преподавания. Вот это тоже достаточно важная компетенция для любого педагога-предметника. Но управленческая компетенция, здесь мы говорим о владении умениями проводить педагогический анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность. Следующая компетенция рефлексивная, и вот здесь я возвращаюсь к тому, что очень важно профессиональному педагогу осуществлять рефлексию своей деятельности, да, потому что он должен повышать свой уровень компетентности. И здесь, конечно, должны мы видеть процесс и результат собственной педагогической деятельности. Компетенция в сфере инновационной деятельности характеризует учителя как экспериментатора, но наше образование не стоит на месте, да, мы постоянно находимся в процессе определенных нововведений, мы и сами, чего греха таить, любим экспериментировать, да, использовать различные технологии, новые технологии, да, пробовать. Но, естественно, здесь мы должны понимать, что, конечно, мы
можем это делать и должны это делать, но с учетом общепедагогической компетенции, чтобы ни в коем случае это не было во вред нашим ученикам. И вот компетенция креативная, здесь умение учителя выводить деятельность на творческий, исследовательский уровень. Конечно, на данном слайде приведены лишь некоторые компетенции, которые должен освоить педагог. Для того, чтобы педагог владел этими компетенциями, требуется осознание им необходимости повышения своей общечеловеческой и специальной культуры и тщательной организации научно-методического общения для дальнейшего развития обучения. Ну, вот у меня теперь к вам такой вопрос, коллеги. Вот мы с вами достаточно так широко сейчас обозначили компетенции педагога, а вот в таком случае какова же роль классного руководителя в воспитательном процессе, да? Вот здесь, вот на этот вопрос мы с вами и будем искать ответы. Ну вот у нас, если мы вернемся к нашей онлайн-доске, то я вижу современный педагог, человек нового мышления. Совершенно верно, это вот больше, наверное, к инновационной деятельности, да, мы можем отнести гибкого мышления и методические компетенции, совершенно верно. Вот это предметная, да, компетенция, знание предмета, знание методики, потому что, конечно же, каждый предмет имеет свою специфику. Ну, а цели и задачи и принципы деятельности, связанной с классным руководством, определяются базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности обучающихся. Если мы с вами обратимся к федеральному закону об образовании нашему, то мы найдем определение, что же такое воспитание. А воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, да, создание условий для самоопределения и социализации обучающего на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Ну, отдельно мне хотелось бы обратить ваше внимание на приоритетные задачи деятельности педагогических работников, связанным с классным руководством. Данные задачи, они обозначены в письме Министерства просвещения России. Ссылка есть на слайде, да, и я думаю, что если есть желание ознакомиться полностью, труда вам не составит, вы с легкостью можете найти в интернете, на сайте «Консультант Плюс» есть полностью этот документ. Какие же приоритетные задачи мы здесь можем с вами выделить? Ну, первое – это создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе, прежде всего путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости. Это одна из задач. Следующая задача – это формирование обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития. Здесь мы, конечно же, развиваем, формируем у обучающихся этот уровень на основе принятия общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать. Третья задача – это формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, например, деструктивным сетевым сообществам, употреблением различных веществ, что, к сожалению, достаточно актуально среди подростков, да.
способны нанести вред здоровью. И, конечно же, четвертая задача – это формирование обучающихся активной гражданской позиции. Мы с вами, как классные руководители, должны формировать чувство ответственности за свою страну, да, причастности к истории культурной общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов Второй мировой войны. И, конечно же, мне как историку, да, учителю истории обществознания, вот с этой задачей полегче, да, справляться за счет своего даже предмета. Классные руководители, которые преподают другие предметы, они тоже не должны, да, забывать об этой задаче и через классные часы тоже формировать у обучающихся данную позицию. И последняя задача, которая стоит перед нами, это формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Здесь мы говорим прежде всего о волонтерстве, да, волонтерском движении, говорим о детских общественных движениях, о творческих, научных сообществах и различной внеурочной деятельности, да, которые тоже будут работать на формировании данной задачи. Да. И вот теперь, когда мы с вами познакомились с приоритетными задачами, я попрошу вас вернуться на нашу онлайн-доску, где есть у нас второй блок. Это профессиональные компетенции классного руководителя. Я вот уже вижу, у нас уже есть ответ, да. Это организаторская, когнитивная, диагностическая, проектировочная, креативная, рефлексивная, коммуникативная. Да, коллеги, вот здесь, конечно же, хочется обратить внимание, что часть из тех компетенций, которые мы уже с вами обозначили для молодых педагогов, дублируются у нас и для классных руководителей. Но все же мы с вами должны и особое внимание обратить на те компетенции, которые формируются чаще всего именно у педагогов, которые занимаются классным руководством. Ждем еще ответов, да, пока я продолжу. Пока вы заполняете, я, с вашего позволения, продолжу и поговорю о компетентностной готовности педагога к реализации деятельности классного руководителя. Она прежде всего включает, вот здесь я вам верну задачи, потому что все-таки вы должны опираться на те приоритетные задачи для выявления компетенций, да, а вот компетентностная готовность педагога к реализации деятельности классного руководителя, она включает ориентацию в современных педагогических и психологических подходах к социальному воспитанию, его технологические умения, то есть как умение реализовывать относительно эффективные системы педагогических действий, умение отобрать и внести в воспитательный процесс содержание, адекватное социальным тенденциям, личностным устремлениям школьникам и собственным индивидуальным интересам. Но классный руководитель, как вы понимаете, не может быть мастером на все руки. Успешный классный руководитель всегда ограничивает свою деятельность проблемами и особенностями данного класса. Мы с вами, когда каждый год в сентябре пишем план воспитательной работы, мы с вами вот эти особенности учитываем. Да, и вот в прошлом году, когда я участвовал в конкурсе «Классный-классный», я представлял программу, воспитательную программу
и где у меня четко по годам в моем классе было разграничение. 5-й класс, например, у меня был направлен на сплочение коллектива. Да? Мне нужно было, так как у меня дети были, часть детей пришли из других учебных заведений, часть детей перешли из другого класса. То есть у меня получилось так, что не все дети учились в начальной школе вместе. И мне нужно было главной задачей их сдружить. И вот эта задача была для меня первостепенной. Далее, конечно же, в 6 классе уже стояли другие задачи и так далее и тому подобное. Сейчас, когда у меня мои дети в 8 классе, я уже больше их ориентирую на профориентационную, например, деятельность. И в этом году мы с ними посещали даже профориентационный тур двухдневный, ездили в Сыктывкар, в этнопарк, и по разным предприятиям Сыктывкара, где они могли познакомиться с профессиями, да, с различными профессиями, потому что и они понимают, я понимаю, что на следующий год им предстоит выбор, да, выбор прежде всего, какие экзамены они будут сдавать, а дальше им нужно будет определяться, останутся они в школе и пойдут в 10 класс, либо же они пойдут в среднее профессиональное учебное заведение. И вот, конечно же, каждый классный руководитель должен определять именно свои задачи, исходя из тех особенностей класса, которые у него есть. Ну, чаще всего, конечно же, классный руководитель делает это интуитивно, и школьная политика в сфере воспитания должна переводить этот процесс в план осознания педагогами своих возможностей, стилей их развития, поддержки ценности, вариативности осуществления классного руководства. Ну, здесь мы тоже с вами понимаем, что разные бывают ситуации в классе, да, все-таки класс – это живой организм, и здесь корректировка плана воспитательной работы, она осуществляется постоянно. Ну, я предлагаю вернуться, да, я надеюсь, что у нас появились. Да, у нас, видите, уже даже пошло обсуждение на нашей онлайн-доске. Современный классный руководитель – это папа, мама. Вот здесь, конечно же, вот если бы мы были с вами в офлайне, очень жаль, что у нас нет возможности с вами дискутировать. Вот здесь, конечно же, вопрос. Да, а насколько должен быть классный руководитель папой и мамой, и ведь каждый понимает это по-своему. В прошлом году у нас с вами была подобная, с коллегами была подобная дискуссия о любви к детям. Да, мы рассуждали очень долго, и так, если честно, и не пришли к единому мнению. Кто-то остался при своем мнении, что педагог должен любить детей, но здесь тоже классный руководитель тоже ведь любит свой класс, да, и говорить о любви к детям как профессиональной компетенции, да, вот здесь, ну, я думаю, что не совсем, наверное, корректно. Ну, может быть, коллеги со мной не согласятся. Ну, если это молодой классный руководитель, то он не должен быть папой или мамой. Вот здесь, пожалуйста, да, вот пошла дискуссия. Спасибо, коллеги, да, то, чего мне не хватало. Он должен быть другом, опорой, совершенно верно, да. И вот здесь, конечно же, возвращаясь к тому, что если кто-то был из вас на предыдущем треке, о наставничестве, вот здесь, наверное, больше вот к этому, да, отсыл идет. Папа и мама, дети не все рассказывают вот так. Безусловно, доверительные отношения должны быть, но не дружба. Активная социальная позиция, вот здесь я соглашусь всеми руками за. Потому что, конечно, если классный руководитель не активен, то и ждать от класса какой-то активной работы, наверное, не придется, потому что мы же с вами помним, да, о собственном примере. Если мой класс видит, допустим, что я очень люблю путешествовать, да, и постоянно
вовлекаю их в различный туризм, да, в школьный туризм. Мы с ними и посещаем этнокультурный парк постоянно, мы с ними ездим и в Москву, и в Санкт-Петербург. И, естественно, они будут готовы к этому. Если они видят, что классный руководитель не хочет, да, или ему некогда, или еще какие-то причины находятся, чтобы не проводить, и даже порой это, честно, свое свободное время мы чаще всего проводим с классом, естественно, дети, они не будут доверять классному руководителю. Именно вот в этой неформальной обстановке чаще всего дети и открываются. Ну, человек гибкого общения тоже тут, я думаю, что да, потому что дети все, они разные, и они, конечно же, требуют быстрой иногда даже реакции, быстрого принятия решений. Классный руководитель, он должен действовать достаточно так уверенно, да, скажем так, уверенно. Ну, опыт анализа деятельности классных руководителей, успешных классных руководителей, он показал наличие 4 базовых вариантов деятельности классных руководителей. Это один из вариантов тоже классификации компетенций классного руководителя. Здесь мы можем говорить с вами о классном руководителе как организаторе, то есть это классный руководитель, умелый организатор коллективной деятельности школьников, развивающий увлеченность ребят общими делами, интересами коллектива. Его конек, например, организация конкурсов, может быть, праздников, классных часов, походов, соревнований. Да? Он такой организатор, он всегда организует какие-то мероприятия, дети активно вовлечены в эту деятельность. Может быть, классный руководитель не столько активным в организации мероприятий, а может быть, он психологом. То есть это классный руководитель, стремящийся развивать в классе доброжелательный микроклимат, понимающий взаимоотношения школьников и умеющий регулировать и развивать их общение и отношения, в том числе средствами психологических игр и тренинга. Может быть, поддерживающий классный руководитель, то есть руководитель, который стремится поддерживать самых разных школьников, от одаренных и активистов до трудных и имеющих проблемы в интеллектуальном развитии. И вот здесь, конечно же, хочется подчеркнуть, что классному руководителю порой действительно приходится распыляться, и классный руководитель, если мы говорим как мама или папа, он все-таки должен уделить внимание каждому, постараться, по крайней мере, уделить внимание каждому ребенку, поработать и с одаренными, и, так скажем, выработать траекторию выхода из трудных ситуаций, например, детей, которые нуждаются в этом. Да? Ну и классный руководитель, социальный организатор – это руководитель, который стремится увлечь школьников социально направленной общественной деятельностью. Он умеет развить в ребятах социальные интересы и стремления, ориентирует их на участие в проектах и других общественно полезных делах. Ну и, конечно же, вот здесь, опять же, отсылая вас к предыдущему треку, мне хочется совсем немножечко остановиться на классном руководителе как наставнике, да, потому что вот уже прозвучало у нас в обсуждении, что классный руководитель должен быть не наставником, а другом, да. И вот здесь, конечно же, мне хочется вас переориентировать именно на эту технологию, как уже сегодня о ней было заявлено. Ну, я совсем чуть-чуть, чтобы не повторяться, с отсылкой на национальный проект образования. В конце 2018 года он был утвержден, и наставничество, конечно же, играет одну из ведущих ролей в его реализации. Ну вот на слайде вы видите 2 главные цели заявленного нацпроекта, и вот эти поставленные цели, они воплощаются в рамках 10 проектов.
да, таких как современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого и так далее. Да, не буду все перечислять. Предусмотрено, что к 2024 году не менее 70% обучающихся педагогических работников образовательных организаций будут вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения. И, конечно же, здесь не должен остаться в стороне классный руководитель. И говоря о классном руководителе как наставнике, чтобы эффективно организовать систему наставничества, здесь мы должны также определиться, какие конкретные цели мы преследуем. Например, в одном классе нужно выстроить отношения с проблемными учениками, в другом классе нужно поднять общую успеваемость, например, если произошло резкое снижение успеваемости. И в зависимости от целей мы выбираем форму наставничества. А формы наставничества, их всего лишь две. Две формы наставничества – это индивидуальное наставничество и групповое наставничество. И здесь индивидуальное наставничество практикуется, как правило, с детьми в сложных жизненных ситуациях и другими учениками, которым действительно нужен именно индивидуальный подход. И групповое индивидуальное наставничество, конечно же, важно, да, для классного руководителя именно для работы с трудными подростками, а вот групповое наставничество – это, наверное, так скажем, основная форма для классного руководителя, да, потому что чаще всего мы все-таки работаем с коллективом вместе, да, и вот здесь вокруг педагога-наставника формируется группа подростков, наш класс, и вместе мы развиваем различные soft skills, например, да, компетенции, и где происходит у детей самоопределение. Работа ведется над ценностями, в которых видит смысл и подросток, и педагог. И вот в процессе по мере необходимости могут присоединяться и должны присоединяться методисты, родители. Да? Родители должны вообще постоянно сопровождать своих детей, да, потому что это, собственно говоря, законные представители, они играют определяющую роль чаще всего, да, потому что это первичные агенты социализации, а мы уже с вами вторичные, да, и вот здесь, конечно же, можно привлекать выпускников вашей школы, я даже привлекаю выпускников других школ, вот, например, у меня классный час в этом году проводил выпускник Сосногорской гимназии, где он сейчас учится в студии в Авгике, да, на актерском факультете, да, будет актером театра и кино, и он у меня приходил и достаточно подробно им рассказывал о том, как же, собственно говоря, учиться в Авгике. Да? Но это вот профориентационное такое направление, но выпускников чаще всего нужно и можно привлекать, потому что они могут собственного опыта, да, рассказать о тех или иных направлениях подготовки вузов. И дети, они, конечно же, больше, да, ну, будут доверять им, потому что мы-то уже с вами с каждым годом все дальше и дальше от студенческой скамьи, не намекая на возраст здесь. Вот. Ну, действительно, мы должны, помимо, да, выпускников, родителей, методистов, еще привлекать и психологов, привлекать учителей-предметников, потому что учителя-предметники, они не только должны, да, преподавать свой предмет, но и тоже, наверное, участвовать в воспитании, да, и педагоги-организаторы, конечно же. И вот завершая, потому что у нас времени, к сожалению, с вами остается совсем немножко, завершая наш вебинар,
мне хотелось бы вот все-таки вернуться, да, к нашим компетенциям, к нашему сравнительному, ну, попытались, да, с вами провести, да, вот такой сравнительный анализ. И вот здесь, конечно же, может быть, вы со мной и не согласитесь. Кто-то согласится, кто-то нет. Не каждый, да, педагог, не каждый педагог может стать классным руководителем, действительно эффективным классным руководителем, который будет активен со своими детьми, да. То есть вот здесь, конечно же, мы должны с вами разграничивать. Есть у нас компетенции, которыми обязательно должен обладать любой педагог. Есть компетенции, которыми должен обладать обязательно учитель-предметник. И есть компетенции, которые закладываются уже в работе классного руководителя. Ну и роль классного руководителя, она действительно, несомненно, важна в современном мире, да, и здесь мы опять же можем возвращаться и к наставничеству, и к тьюторству, и к различным, да, технологиям, которые может использовать классный руководитель, но все-таки, да, все-таки классный руководитель, он играет ключевую роль в жизни, в школьной жизни наших детей. И вот чаще всего, да, как правильно вы тоже заметили, классный руководитель, он становится другом, он становится наставником, у него возникают доверительные отношения с обучающимися, и чаще всего даже ученик приходит и делится именно с классным руководителем, и даже не с родителями. Вот. Поэтому, конечно же, наша миссия с вами, как классных руководителей, достаточно важна. Ну и завершая вебинар, еще я хотел бы остановиться на... Мы вчера, кто был на нашей информационной сессии, проговорили о создании Ассоциации молодых педагогов Республики Коми. Я еще раз хотел бы призвать вас активно подключаться к созданию ассоциации. Мы ждем ваших предложений, мы ждем вашего активного участия. Вступайте в ассоциацию. И я думаю, что уже, как мы с Галиной Владимировной определили, уже в августе мы будем понимать ту картину, которая у нас складывается, и мы будем видеть тех педагогов, которые готовы с нами работать. И вот здесь, опять же, возвращаясь к нашим компетенциям, да, я думаю, что именно Ассоциация молодых педагогов окажет особую роль, да, сыграет особую роль в развитии профессиональных компетенций не только, потому что вчера мы заявили очень много важных направлений. Спасибо, Александр Сергеевич. Огромное спасибо. Уважаемые участники, я присоединяюсь к словам Александра Сергеевича. Действительно, нам очень важно ваше мнение относительно вступления в ассоциацию. Я вижу вопрос по поводу скачать заявление для вступления в ассоциацию молодых педагогов. Оно будет размещено под треком, в данном случае, который состоялся вчера, то есть мероприятие, связанное с обсуждением. Ко мне сегодня тоже поступили уже письма, электронные письма по поводу заявления. Форма заявления будет прикреплена и будет обозначена информация, куда вы можете непосредственно ее направлять. Уважаемые участники, я благодарю Александра Сергеевича за то, что он провел мастер-класс, именно я, классный руководитель. Я думаю, что сама ситуация подобного онлайн-общения и взаимодействия позволила вам определенным образом идентифицировать характеристики и признаки современного классного руководителя. Да, я присоединяюсь, Илья Андреевич, к вам. Да, спасибо, Александр Сергеевич. И, уважаемые участники, я хочу напомнить, что сейчас мы должны перейти, опять же, в другой уже вебинар, на другой мастер-класс.
Александр Сергеевич, еще раз огромное спасибо и до новых встреч. Спасибо, Александр Викторович. Спасибо, коллеги. До новых встреч.